поток был целый. Это уже заречье там речка течет. Короче, разминулись мы с ним. Там шерсть клочками идет. Азарт! Стукнуло-то, 62 стукнуло. Не топите. Сейчас договоримся. Звонила, значит, шкаф сломала. Вот и оставляю вас, Мария Олеговна. Доброго дня, друзья! Опять выбрался на улицу. Вроде и солнечно, и птички поют, и такая весенняя погода, но все равно ветер такой пробирающий. Я оделся по-теплому. Уши, беруши поставил, чтобы не задуло. И сегодня тоже попытаюсь съездить до озера, до мостика, но посмотрю там, что творится. Уже больно на рыбалку хочется. И посмотреть, вода начинает спадать уже, все там, дорога вроде как открытая. Ну, с дороги вода ушла. И попытаюсь посмотреть там, что случилось. В общем, смотрите дальше. Где я буду ездить, что я буду показывать в дальнейшем. Все, поехал. Вот здесь была все вода, друзья. Очень много здесь воды было. А сейчас, видите, за пару дней это все ушла вода. Я уже могу на коляске спокойно ехать. Даже вообще не волнуясь, что я застряну или что ли. Видите, тут поток был целый. Сейчас без проблем на своей коляске, коляска вездеход. Не вездеход, конечно, но повышенной проходимости, в отличие от многих других колясок. И я еду спокойно. Без проблем, ребята, я проехал этот участок. Так, тут ситуация, по-моему, малость другая. С этого дома вода ушла, вот до сюда вода была. А само озеро еще очень разлито. Вот так. Без проблем я доехал до своего озера, ребята. Ну и называю своим, потому что люблю это озеро, и оно близко для меня, доступное для меня. Тут у меня мостик стоит, поэтому ну, ни в коем случае не свое, а как бы оно просто говорю, что любимое мое озеро. Любимое озеро Ваты называется. Вот. Но она, видите, она все, вода еще. Вот эта часть, что я показывал, это еще дорога. Я просто сейчас свернул от дороги. Вот так выглядит это озеро. И все еще растоплено. Но вода уже ушла, очень много ушла. Потому что вот с этого места, где я сейчас снимаю, тут было метр воды еще выше. Так, где-то мой там мостик. Вот здесь примерно где-то вот здесь примерно где-то мостик. Перила должны сначала появиться, но пока еще все в воде. Значит, вода еще очень большая. Ну, сначала должна появиться дорога,
Вот вместо этой вот воды здесь дорога идет. Потому что можно даже вот туда переправиться. И там уже дальше, вот где вот дальше вот этот лес идет. Это уже заречье там речка течет. Не вчера. Вот, но сначала, чтобы эта дорога надо высохла. Вот видите, там лодка стоит. Наверное, рыбак или местные там и здесь переходят. Красота, конечно. Это уже дом тут рядом. Это уже огороды. Тут везде вода была. Так. Сказали, что озеро, она в аренде была. Сказали, что сейчас отказались от аренды нету. Не знаю, там будет рыба в дальнейшем ловиться или нет. Я еще так и надеюсь. Думаю. Сейчас. Если вода вот начала спадать и дождей не будет, то она быстро дойдет до своего уровня. Ладно, друзья, посмотрели. И поедем обратно. Будем разворачиваться. Потому что к самому краю я все равно не смогу подъехать. Вот уже двор здесь живет. Тут он, когда в аренде озеро было, он сторожил это озеро. Прямо вот это у него озеро. Так сказать, можно сказать. Вышел во двор, сразу озеро свое. Ладно, поедем мы обратно. Сейчас немножко покажу еще. Вот эта дорога идет. Видите? Вот, как бы вот эта дорога. Дорога. А потом что? А тут до сих пор вода была. Вот там фото есть еще на видео. Вот до этого, вот где мотоцикл сейчас стоит, там вода была еще метр где-то. И полметра, наверное, да. Сейчас поедем обратно. Завернем еще дяде Ване на обратном пути. Мы уже, так сказать, на обратном пути. И сейчас заедем, свернем к дяде Ване. Посмотрим, что он там делает. Ух ты, опять против ветра нам надо ехать. Так, приехали. Приехали к дяде Ване. Скорее всего, его нету. Машины во всяком случае нету. Уехал, наверное. Позвоним. Так, дядя Ваня сказал, что он поехал ко мне. Пока я съездил до мостика, он, короче, разминулись мы с ним. И здесь подожду, он сейчас подъедет. У него барбос есть такой. Сейчас покажу. Барбоса. Так, вот такой. Барбос вон там. Привет. Как зовут барбоса? Азарт? Да. Вон, сестра говоришь, азарт. Азартный. Линяет, вот это да. Там шерсть клочками идет. Азарт? Вот и имя у собаки Азарт. Я такое не слышал еще. Азарт! Азарт! Где ты? О, вот такой
Кучерявый ты. Тепло. Местные. Никаких у них нету болезней, вообще нету. Выработались, наверное, за столетия. Самые крепкие остались еще. Живут без всяких уколов, без всяких лекарств. Ничего там не надо. Слава Богу, конечно. Азарт. Дядя Ваня подъехал. Дядя Ваня подъехал. Здоров! Че, разминулись мы с тобой? Я до озера съездил. Сейчас по ветру стану, а то сильный ветер. Ну что, с днем рождения! Поздравить я тебя заехал. Спасибо. С днем рождения! Желаю здоровья! Самое главное здоровья! Уже сколько стукнуло-то? 62 стукнуло. Вот. Прям чаева. А у тебя пандус есть? Приглашает чай пить, а пандуса нету. Как я заеду? Здесь постоим, поговорим. Шашлыки можно было сделать, но сегодня уже не будем. Он у дяди Вани устроено так, у него нету черпака. Все механизировано. Раз, течет вода в ведро. Он сестра, странина. Вот этот дом у дяди Вани я показывал уже как-то. У него тут сухо. Вода не доходила уже до вас, давай. Ну да нет, здесь сухая. Здесь сухо было, да. Хотя вот издавна здесь вот еще в сторону, вот в этом месте здесь река, ну, русло реки было. Но это давно, это я не знаю даже в каком веке. Ну все, дядя Ваня, я поехал обратно. Погулял уже, до озера съездил. Готов сейчас, скоро будем рыбачить. О, поедешь со мной на рыбалку, нет? Ну все, поедем. Давай, с днем рождения еще раз. Азарт зашел в свой бункер. Он где-то там он. Вообще ничего не видно даже его. Вот. Все, я уже по грядке у дяди Вани езжу. Тут сухо, очень сухо. Все, поехал я. А да. О, печка какая классная. Ты мне эту печку продашь? О, блин, печка такая классная. Печку продашь? Не продашь? Для казана. Для казана печку продашь мне, нет? А гоже у нас это, топите летом, нет? Не топите? Сейчас договоримся. Откуда это у тебя такая печка? Андрей. А, у Андрея. Хорошая печка. Тут знаешь, что можно делать? Сверху вырезать и туда поставить это казан. И буду я готовить на казане. Я тебя угощу потом. Вот. Все. Нашел печку для казана. Осталось приватизировать как-то. Ладно, поехал я, еще раз говорю. Здесь смогу выехать? Нет, вот здесь постараюсь выехать. Да здесь смогу, где я заехал, там выеду. Вот, вот здесь нормально вообще. Ух ты, ветер такой сильный. Ща. Да, смогу, тут дорога хорошая. Но сейчас здесь поедем. Так вот. Покажу еще такой момент. Вот вода спала
А была почти вот до этой точки. Почти до дороги доходила. Сейчас уже спала немножко. Ну, немножко, не немножко, даже сильно спала. Все равно еще ручей большой. Тут вообще летом тут пересыхает вообще. Почти. Значит, ручеек только небольшой остается. Воды много еще. Но с каждым часом снижается. Мы уже опять к дому подъезжаем. Маша еще не на улице, дома еще. Она хотела выйти на грядки. Не знаю, что она там. Не вышла, наверное, еще. Нет, не вышла. И там шарик у меня, сейчас шарика посмотрю. Сейчас. Так. Главное колесо не проколоть. О, барбос. Всех барбосов называю. Шарик лежит. Ох, сегодня. Давно, но я туда сегодня не могу, шарик, к тебе идти. Здесь опасно для моей коляски. Могу перевернуться. Лежит, балдеет. Все, призимовал. Старичок. Всех собак сегодня показал. Так, позвонила Маша, она говорит, что сегодня не выйдет, у нее что-то там домашних дел, говорит, и дверь еще сломалась. Ладно, я тоже буду заезжать, там посмотрим, что за дверь сломали в мое отсутствие. Посмотрим, короче говоря. Буквально на пару часов оставил, и шкаф сломали. Я тебя на улице жду, а ты сегодня не собираешься, да? Да, Позвонила, значит, шкаф сломала. Да. На пару часов оставил. И все, шкаф сломали. Сейчас я сделаю все. Не волновайся только, Мария Олеговна. Все будет у нас хорошо. Вот такой шкаф. Умудрились там дверь. Да, дверца отлетела. Вот дверь лежит. Не лежит, а стоит. Хорошо, что там зеркало не сломалось. Спетельная, она просто слетела. Попробуем повысить потом. Вот. И оставляю вас, Мария Олеговна.